Чувствуется уверенность, что все-таки он свое дело до конца доведет? 100%. 100%. Ну, конечно, я уверена, что в 2021 году Путин уйдет. И я вот, собственно, до 2021 года планирую снимать. Но все равно я вижу, что он действует, работает с энергиями, ну, как бы, как-то, да. То есть, когда там была какая-то такая ситуация, что куда-то его должны были увезти в ФСБ там, на подпись, и он просто наотрез отказывался. Буквально там спустя несколько часов, даже меньше, может быть, необходимость ехать в ФСБ отпала. Там, где проходит Александр, да, там начинается какой-то подъем самосознания народа. А что было мистического такого вот из общения с ним? Вообще сам факт того, что такой вот человек, совсем-совсем простой, совсем как бы незаметный, абсолютно невлиятельный, который никогда не интересовался политикой, вообще ничем таким, вдруг просто взял и совершил этот поступок и собрал вокруг себя уже огромную аудиторию и началось какое-то движение, ну вот и какое-то, как это называется, когда перед землетрясением, ну когда вот эти вот платы, да, ну да, короче говоря, происходят какие-то изменения, мне кажется, которые, ну, может быть, не видны вот сразу глазу, да, но я вижу, ну, то есть я чувствую, что что-то меняется. Все политтехнологи мечтают объединить огромное количество людей, там, какой-то идеей, и у них это не получается, то есть огромные какие-то бюджеты на это уходят, но не всем это удается. А шаман без бюджета, просто силой какой-то одной идеи смог объединить вокруг себя огромное количество людей. И мне кажется, что в этом его, сила его харизмы, сила его веры. И не случайно, мне кажется, вот там, где он прошел, там происходят уже какие-то волнения народные, происходят какие-то изменения, что-то начинает происходить. И поэтому и власти испугались его влияния, тоже подтверждая тем самым его силу. А сейчас Александр, вот у него какой настрой? Что вот он будет до весны? У него какое... Ну, на самом деле, когда мы с ним первый раз увиделись, после того, как он приехал сюда, в Якутск, и там еще говорил, что мы все действуем в рамках закона, да, потому что он хотел дать шанс в судебной системе, да, действовать именно честно. Но он уже тогда говорил, что, скорее всего, он здесь, в Якутске, будет до весны, что это пауза, которая продлится до весны. То есть зиму придется перезимовать здесь, в Якутске, потому что весь этот судебный процесс, какие-то экспертизы, там что-то еще, это все может затянуться очень надолго. Но у него настрой был всегда очень оптимистичный, то есть для него это не было как неудача, наоборот, он это воспринимал как выход на какой-то новый уже уровень. Как вообще прошло знакомство с ним? Ну, изначально это как бы весной я как раз в марте же приезжала сюда, в Якутск, снимала про якутский национализм, ну, точнее, вот про вот это вот. И мне стали все говорить, что вот ты слышала, есть такой человек, шаман, вот он хочет изгнать Путина, мне присылали какие-то ролики все время с ним. Но я как-то рассчитывала на то, что это очень сложно технически, ну, как вот я там буду жить в палатке с ним, что ли, и я как где-то нужно заряжать камеру, как-то что-то, ну, то есть я вообще сложно представить, как это технически организовать. И потом мне казалось, что сначала я думала, как-то вообще хотела что-то другое. Я хотела снимать кино в Якутии, и я думала вообще поехать в Мирный на алмазные карьеры и найти там историю, документальную историю про любовь снять. Вообще, любовную историю какую-то там. Но чем дальше шел шаман, тем больше мне людей о нем видеоролики постоянно присылали, и все говорили, то есть там Беата должна снимать об этом кино, это такая история. И в какой-то момент я сама стала активно смотреть, следить за тем, как он идет, и стала видеть в нем героя. А потом как-то так получилось, что мой знакомый продюсер Влад Киткович тоже увидел в этом большой потенциал в этой истории, и он связался со мной, предложил, в общем, снять этот фильм про шамана. И отправил, то есть он дал там какой-то небольшой бюджет на первую поездку, чтобы познакомиться с Александром. И вот мы с моим соавтором Михаилом Башкировым поехали в Бурятию, ну не в Бурятию, там в Читинскую область.
И ну, происходило очень сложный, на самом деле, процесс вот именно знакомства и вхождения, так скажем, в доверие, ну, то есть в какой-то круг тех людей, кому он доверяет, потому что на тот момент вокруг него уже была некая, так скажем, свита людей, да, которые очень осторожно относились к тем, кто новым людям, которые приходят, особенно к таким людям, ну, к нам отнеслись настороженно, потому что все время они боялись каких-то провокаций, каких-то, я не знаю, что это, какие-то подосланные ФСБшники, там еще что-то такое. Вот. Поэтому мы подвергались такой какой-то проверке, прежде чем нам стали доверять. Я надеюсь, ну, то есть я планирую снимать до 2021 года. Все-таки я думаю, что ну, Саша прогонит демона из Кремля. И я планирую снимать до победного конца. И тогда уже... Проект получается. Да, у меня практически все проекты мои долгосрочные. Ну, а промежуточных каких-то работ не будет между многосерийной, скажем? Ну, такая идея есть, что это такой современный эпос, документальный эпос у нас будет. А в эпосе, да, там повествование строится по главам, да, и каждая глава – это какая-то мини-история. И так получается, что у Саши тоже его история, да, она как-то разделена уже, ну, мы видим, что она уже разделена по главам. То есть сначала это был путь, там, дорога, да, потом неожиданный вот этот вот перерыв, такая зимовка в Якутске, потом еще что-то может произойти неожиданное, там еще что-то, и вот так по главам. То есть главы будут отдельно? Ну, мы пока не думали так над структурой фильма подробно, потому что мы не знаем. То есть документальный фильм интересен тем, что ты никогда не знаешь заранее, чем все закончится, потому что здесь не ты режиссер, а жизнь, Бог, не знаю, режиссер, и ты просто как можешь наблюдать и ну, что-то заметить. То есть это твоя миссия в том, чтобы увидеть эту историю. Вопрос о том диагнозе, который ему меняем, да? Вот на твой взгляд, он адекватный человек или же такие... Но опять-таки я как и не специалист по шаманизму, я не являюсь специалистом, то есть этим психиатром. Я думаю, что у всех людей, там, если как бы каждого человека досконально изучить, там какие-то не бывают идеально здоровых психических людей, да, у всех какие-то есть отклонения, но Саша адекватный, он намного адекватнее, да, огромное количество людей, которые считаются, ну, которые занимают, может, более уважаемую позицию там, среди, я не знаю, власть имущих людей. Просто крут тем, что он сам себя изобрел, он сам себя формирует все время, он сам себя делает, да, и он, как сказать, он, это не какая-то его кто-то там ему запрограммировал судьбу, да, а он сам в этом смысле творит свою судьбу. Ну, в жизни так редко бывает. То есть он в этом смысле такой self-made man. То есть self-made шаман, можно сказать, да? Ну, то есть он... Не self-made шаман. Он сам, как бы, есть люди, у которых есть дар от шамана. Вы это имеете в виду, что он... Ну, просто Миша, он как бы этнограф, да, антрополог. И Миша смотрит на эту ситуацию с антропологической точки зрения. То есть это новый вид, можно сказать, шаманизма, да. Ну, то есть это же не традиционно, это вне традиции якутского шаманизма, да. Если там обратиться к специалистам по шаманизму, там должны быть соблюдаться некоторые какие-то, ну, пункты, да, так скажем. Там посвящение какое-то должен пройти, там, Ну, да, много чего. И в этом смысле Саша отличается, да, от традиционных там шаманов очень сильно. И вот в этом смысле, да, то есть... Шоу традиция, она об этом все время говорит, но он изобрел себя, и в этом его сила, что это все получилось, да, что он не остался вот один, а люди увидели это все, и он как бы взаимодействует с миром все время. Но он живет в новой реальности. То есть, например, он прекрасно понимает, что его сила – это медиа. Это вот YouTube, это все блогеры, неважно. Чем больше о нем люди говорят, тем больше его сила. То есть это и разные же, очень много разных людей о нем говорит. И он как-то, он ощущает это как в том числе свое. И силу это учитывает, например, да, как бы, я так думаю, что традиционные шаманы, да, там, придерживающиеся традиций всех, они не берут в расчет уже новые какие-то реалии, в которых мы живем. А Саша вот эти новые технологии, новые реалии, он принимает в расчет, использует их. Он очень современный человек, то есть он живет в современности. Не в прошлом, а именно вот здесь и сейчас он про За все это будущее. время он какой-нибудь обряды какие-нибудь проводил? Да, он проводил обряды.
А вот смотрите, А как он их объяснял, что он для чего проводил? Что это? Ну, как он просто говорил, там, допустим, при мне я вот снимала, да, он делал призыв небесных духов, и тогда к нему приехали члены его отряда, ну, чтобы быстрее они благополучнее добрались. Потом вот мы снимали, как он делал обряд, наоборот, на то, чтобы все духи отправились в Москву и расчистили как бы дорогу. Ну, то есть он объясняет словами, да, говорит, как бы в чем задача этого обряда. а вот А если сделал он обряды, чтобы суд на его сторону стал? Не знаю, может, это должен быть против... Нет, а там, кстати, вот тоже, это же такая, то есть он, все равно я вижу, что он действует, работает с энергиями, ну, как бы, как-то, да, то есть когда там была какая-то такая ситуация, что куда-то его должны были увезти в ФСБ там на подпись, и он просто наотрез отказывался от этого, потому что он понимал, что он, ну, как-то вот это важно, что нет, хотя ему вовсе убеждали, что это просто формальность, но он, ну, там, поехать в ФСБ и поставить подпись какую-то там на 5 минут, но он не доверял ни ФСБ, ни вообще самой ситуации, что нельзя ни в коем случае это сделать. И каким-то чудом, то есть он просто об этом сказал, о своем намерении, да, вот широкой публике, там, записав видеоролик на YouTube. И буквально там спустя несколько часов, даже меньше, может быть, необходимость ехать в ФСБ отпала. То есть там как-то поменялись следователи, что-то как-то, в общем, обошлось без его подписи, ему не надо было ехать. То есть в каких-то, ну, мелочах там, да, его воля, да, она выигрывает. А он людей чувствует, то есть насколько было легко вам, например, вместе к нему доверие втереться, ну, втереться не в смысле, а как бы, чтобы он начал вам доверять? Он изначально очень настороженно ко всем относился, кто к нему приходил, вот мы видели, да, то есть он соблюдал эту дистанцию. Была ситуация, что там были какие-то еще другие члены отряда, которые были там против настроены, да, там, кто, например, тот же Воронбер, он снимал видеоролики, да, и он, мне кажется, ко всем, кто снимает, тоже хочет видео, да, про шамана, он так немножко ревностно относится, и поэтому, мне кажется, он нас тоже как-то был против нас настроен, настраивал Сашу там против нас, ну, вот какие-то такие, ну, не то, что он настраивал, потому что Сашу невозможно там на что-то настроить, просто он выражал свое недовольствие, допустим. Он шел по дороге, встретил ангела, встретил Бога. Ну это вот, да, то, что... И он в себе, этих людей, для него они стали символами своей души, да? Ну, как я это понимаю. В каждом там есть темная сторона, есть светлая, ребята про это говорили. И он не святоша, да, в этом смысле. Он принимает в себе вот и то, и другое. И он как бы, он в этом смысле абсолютно себя принял, свою вот идентичность, свою себя самого. И он живет с этим. Ему все там выгони ворона, выгони. Он там, и он сам говорит, да, я понимаю, какой он, но все равно он этого не делает не потому, что он там от него зависит, да, не потому, что не знаю, там, обеспечение отряда, там еще что-то, он просто его принял как часть себя. Да? Вот в этом он тоже живет как раз вот шаблон. Потому что все от него, любой там другой человек, он, наверное, там, такого неприятного парня, да, просто с ним слишком много проблем. А Саша, зная все там, что он там какие-то есть, не знаю, потери от его присутствия, он все равно его никуда не девает, потому что иначе он просто из себя бы вырвал часть. Вот. И в этом его тоже сила, да. Может, он почувствует, когда они скажут, все, Ворон свою миссию выполнил, дальше. Но этого мы не знаем. Если он, все может быть, но пока он на этом твердо стоит, это сильно тоже. А в отряде у них вообще какой, скажем так, строй? У них там диктатура шамана или же демократия? Члены вот этой его команды, они... Главное решение сейчас принимает шаман. Все решения принимает шаман. То есть единоличные? Да, да, сейчас так там. А вот вы... Ну и, кстати, вот очень интересно, он там говорил, да, что по идее он же всегда говорит, что люди сами решают, демократия, да, но вот именно члены его отряда, да, по его разумению, да, еще не готовы. Потому что они, например, не принимают Ворона, да, и это как-то вот их, ну, они еще принадлежат старому миру, они не, потому что если бы они принимали Ворона, прощали его, там, не осуждали, значит, они уже люди новой формации, достаточно просветленные и там подготовленные для того, чтобы строить новый мир. А тут получается, что если они какого-то там, ну, очень даже, ну, просто вот Ворона настолько сильно его ненавидят, ну, как, о чем может идти речь, потому что это тоже люди, получается, старой формации, как люди Путина.
А вот есть такой еще персонаж Дед Мороз. Вот он какую роль играет? Он кто в этой команде? Он ангел или что? Нет, ангел другой есть, парень Александр, вообще это реальный человек. Ангел это Александр, то есть светловолосый. А Дед Мороз это Дед Мороз просто отдельный. Он журналист, писатель, и, по-моему, он давно достаточно такой активный образ жизни ведет, в том смысле, что неравнодушный человек, политически очень активный. И, по-моему, он пишет книгу, он, по-моему, будет тоже писать книгу про как раз движение. А он как-то влияет на шамана, или же он, наоборот, у него учится? Ну, я не знаю, мне кажется, что на Сашу мало кто вообще влияет. То есть вся его команда, это все-таки все решения, да, он принимает сам. Ну, как он говорит, что вот ему приходит просто какое-то решение от Бога. И на него в этом смысле никто не влияет из тех людей, кто окружает его. А вот есть, бывает такой режиссер, начинает, чтобы картинка выглядела интереснее, начинает придумывать, додумывать, создавать какие-то, приписывать человеку то, чего на самом деле. Допустим, нет, на самом деле, вот мне кажется, что так начинает, то есть у всех, конечно, разный метод работы, да, но мне интереснее все-таки наблюдать и находить уже в жизни, в реальности что-то, да, что меня удивит или какую-то свою красоту, чем самой навязывать свое представление, потому что, и тогда бы я делала игровое кино, да, а мне интереснее снимать документальное кино именно потому, что оно позволяет наблюдать и делать эти открытия. То есть, и мне кажется, что режиссером в документальном кино выступает сама жизнь, там Бог, а не ты сам навязываешь что-то, ту картину мира, которая у тебя уже есть. То есть мне интереснее все-таки делать открытия. То есть имеется в виду, что если вдруг выяснит, что скажет, вот шаман-то шаман, а почему в фильме не происходит ничего мистического? Давайте еще-нибудь придумаем какую-нибудь смоделируем ситуацию, он шаман такой, нет, я так, птица влетела. Нет, я так делать не буду, потому что я и так вижу вокруг него какие-то мистические, я думаю, что это зависит от взгляда, да, то есть если я это вижу, мистику, да, сама, то, конечно, в фильме она будет. Я вот очень много слышала, да, про то, что вот у народа Саха какая-то особенная миссия, что это сердце земли, и поэтому именно отсюда рождаются какие-то все новое, что потом становится на весь мир, да, и вот в этом смысле, это как бы якутская тема, да, мне не хочется, я не слишком углубляться вот в такую в линию, да, потому что все-таки у всех разные мнения, это может кого-то оскорбить, что почему народ Саха самый особенный, и сразу начнутся обвинения в якутском национализме. А вот этот митинг, как мы не говорили по поводу митинга весеннего, то, что у нас в «Триумфе» было. Он абсолютно против национализма. Он считает, что новый мир – это мир, в котором не будет границ, не будет разницы между Саха или киргиз, допустим, да, потому что все люди равны, и все нации равны, все народы в этом смысле должны жить дружно и быть равными. Не должно быть, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то более особенный. И поэтому он в этом смысле против национализма. Но именно к слову национализм все относятся очень насторожно, то есть они сразу как бы национализм это воспринимают как фашизм какой-то, нацизм и все прочее. Хотя слово национализм абсолютно нейтрально, это просто про уважение, любовь к своей культуре. Просто у кого-то это в радикальную форму может выйти, да, в какую-то агрессию, у кого-то это просто развитие своей культуры. То есть вы просто снимаете как... Да, я в основном просто снимаю, пытаюсь понять тех людей, кого я снимаю, эти ситуации, процессы, как какие-то причинно-следственные связи, может быть. Но я не даю оценки, как-то мне это не свойственно. Тогда, может быть, вы не хотели бы снять фильм, например, про главу нашей республики? Ой, про Айсена вы хотите поговорить? Я бы с удовольствием сняла фильм про Айсена. Мне интересно, конечно, как он живет, но я не уверена, что... Я же исхожу из того, чтобы это был действительно интересный герой, который будет откровенно проживать свою жизнь. Я не уверена, что политики могут откровенно проживать свою жизнь. Особенно, если глава республики Айсен Николаев, я думаю, что все-таки он будет заинтересован в том, чтобы сделать какой-то политический фильм о себе. То есть он будет всегда держать марку, лицо. Поэтому о политиках, об известных людях очень сложно, практически невозможно снимать в кино. А про шамана чем удобно снимать? Шаман он очень искренний. То есть у него нет масок в этом смысле. То есть он очень, настоящий просто, да. То есть он подходящий? У него нет расчета на то, как он должен выглядеть. То есть в этом плане вы как художник
не со всяким будете работать. Ну, конечно, нет, я только с интересными людьми, которые, ну, на самом деле, практически все мои герои, да, они очень, ну, мне кажется, свободные, потому что героем документального кино, вот такого именно, как делаю я, да, может быть только свободный человек, который себя принимает, да, и принимает свои какие-то, то есть он готов сам как-то увидеть, да, и другим, если увидят какие-то слабости, какие-то, возможно, там темные там стороны, да, какие-то минусы, потому что большая часть людей не хотят себе этого видеть, и поэтому они боятся сниматься, боятся, ну, не хотели бы, не могут стать никогда героями кино, потому что, ну, вы же сами знаете, да, там, каких-то людей даже просто берешь интервью, они потом там говорят, ой, зачем там вот это не то не то. Чувствуется уверенность, что все-таки он свое дело до конца доведет? 100%. 100%. Ну, конечно, я уверена, что в 2021 году Путин уйдет. И я вот, собственно, до 2021 года планирую снимать. Вы И считаете, будет... что это войдет прямо в фильм, да, что вот шаман придет? Я не знаю, каким образом будут развиваться события. Например, я не знала, что так случится. Я планировала, что мы будем все это время идти. Да? То есть я уже там рассчитывала, как нужен какой-то бюджет на дорогу, на проживание, там какие-то в Иркутске, потом как мы там будем зимовать. А потом так случилось, что хоп, и Саша уже в Якутске. Это произошло неожиданно. И я думаю, что дальше будут какие-то неожиданные моменты тоже происходить. Да? И я думаю, что мне даже любопытно, что будет дальше. Но я уверена, что в 2021 году эта история завершится. Не, ну он говорил конкретно в одном из последних видео, что если будет сопротивление, он пойдет темным путем. Он говорит, что у него, да, он говорит Путем войны. про то, что вот мы тоже говорили, что в нем есть светлое начало и темное начало, и ангел, и ворон. То есть он ворона в себе не отрицает, в отличие от всей там, компании, да. И, ну, и он не святоша в этом смысле, но он просто говорит не о том, что он это выбрал, да, а они выбрали такой путь тем, что пошли. То есть он это как не столько его выбор, сколько предупреждение или, ну, объяснение, да, то есть что если вы идете, будете дальше закручивать гайки, действовать нечестным образом, там вообще вот это все делать, то это приведет в результате вот к темному пути, то есть возможно какой-то открытой агрессии, да, потому что это, ну, это спровоцировано будет именно действиями властей, не то, что это люди сами там захотели, но изначально он хочет идти светлым путем, но это произойдет не потому, что он так захотел, а потому что сама ситуация к этому идет.